Жители нескольких населенных пунктов в Мишкинском районе объединились, чтобы отстоять местную больницу. По их мнению, дело идет к закрытию медучреждения, которое обслуживает более 4000 жителей. Руководство не отрицает, есть кадровый дефицит и оборудования не хватает. Реорганизация необходима. Чем закончилось столкновение интересов двух сторон, расскажет Динара Таймасханова. В день приезда врачей в этой больнице не протолкнуться. 2 раза в неделю специалисты из Мишкинской ЦРБ, это терапевты, педиатры, гинекологи, проводят прием жителей почти 20 деревень. А вот своих врачей в этом медучреждении нет. Более того, сельчане боятся, что вовсе останутся без единственной близлежащей больницы. Тогда анализы сдавать, аппарат был сломан. Мы ездили в Мишкино. Тоже на рейсовый автобус выходишь утром в 7 утра. Это с детьми еще надо выходить. Ладно, это сама поехала, съездила на попутке, а с ребенком на попутке кто остановится? Кресло надо. А нам лучше ближе тут. Но я, наверное, лучше 3 километра приду, чем 50. Чураевская больница работает почти полвека. Есть свой хозблок, все необходимые коммуникации. И в лучшие годы круглосуточный стационар мог вместить до 50 пациентов. Сейчас осталось всего 10 койко-мест. Но принято решение их тоже ликвидировать. Отсюда и волнение сельчан, что двери в медучреждение закроются вовсе. Руководство больницы признает, специалистов нет, как и необходимого медицинского оборудования. Поэтому, получается, качество лечения оказывается здесь не по стандартам. И, в принципе, фонд уже нас за это штрафует, потому что мы не выполняем стандарты. Постоянно работающий врач только один – стоматолог. Из-за реорганизации пришлось сократить 11 медработников. Места им были предоставлены в больницах Бирска и Мишкина. Свою проблему жители 20 населенных пунктов обсудили с руководителем регионального Минздрава. Это должно быть 5 специалистов-педиатров работает. 5 педиатров. 12,5 ставок сестры должны работать, чтобы организовать один круглосуточный пост, это 10 коек. Этих специалистов как раз и нет. Математические расчеты не убеждают тех, кто больше всего нуждается в медицинской помощи. У меня 3 детей. У меня муж на заработках всегда. Вот с такими детьми нам не прожить, не ездить. Я не могу ездить в Мишкино. 70 километров туда. 60, грубо говоря. А в Бирске нас не берут. Самое главное, что мы остаемся именно большее время суток без врачебной помощи. Максим Забелин прокомментировал ситуацию, отметив, что больницу сохранят. Теперь нужны средства для оборудования, а самое главное – кадры. Их будут искать среди целевиков и привлекать мерами соцподдержки. В данный момент здесь у нас подготовлено служебное жилье для будущих специалистов, которые придут на работу. Как только мы найдем сотрудников данных больниц на полную занятость, они будут осуществлять работу и в круглосуточном стационаре. Пока идут поиски специалистов, более 4000 сельчан будут обслуживаться в Бирске и райцентре Мишкина. Выездной прием в Чураевской амбулатории останется. Сократив круглосуточный стационар, принято решение увеличить места дневного пребывания до 15 койко-мест. Осталось найти тех, кто будет этих пациентов лечить. Динара Таймасханова, Булат Садриев, Наиль Гайнуллин. Новости. Мишкинский район.